Добрый вечер, в студии Валид Генаев. В эфире очередной выпуск информационного канала «Чечен-Инфо». Это первая на чеченском телевидении информационная программа обо всем, что происходит в республике. Это целый час полезной информации не только для жителей региона, но и тех, кто находится за его пределами. И, наконец, это программа для тех, кто хочет быть осведомлен в современном обществе и не теряться в потоке информации. В один час уместились обзор событий минувшей недели, обзор сетевых ресурсов и несколько сюжетов на темы прошедшей недели. Все это создает полноценную картину информационной недели нашего региона. И на этой неделе в эту картину попали новости о том, что типография «Путь» приступила к изданию трудов чеченских святых, что в республике начнут выпускать аппараты искусственной вентиляции легких и аппараты УЗИ. Известие о том, что в Ченете заработал чеченский молодежный видеопортал «Вайтуб» и многое-многое другое. И все это, как и всегда, в течение часа, здесь и сейчас. Напомню, цель программы не нагнетание ситуации, а оперативное информирование, которое даст телезрителям возможность ориентироваться в информационном потоке. Сегодня в программе 100 инвесторов взяли шефство над 150 предприятиями АПК. В Грозном будут выпускать аппараты искусственной вентиляции легких и аппараты УЗИ. Типография «Путь» приступила к изданию трудов чеченских святых. Это и многое другое в экспресс-обзоре Рустама Мугаева. Чем сегодня живет чеченское поколение Next? Какие у него ожидания и к чему оно стремится? Об этом и не только. Тагир Салаханов в еженедельной рубрике «Дайджест Инфо». Вайтуб. Наш ответ Чемберлену. Восстановлен памятник Абреку Зелимхану. Житель чеченского села Бенают Натеричного района откопал артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Рубрика «Ченет-Инфо» с обзором глобальной сети интернет за минувшую неделю. Как складывается этнополитическая ситуация в Чеченской Республике и что предпринимается чеченским руководством для того, чтобы все народы, населяющие республику, чувствовали себя комфортно? Об этом в рубрике «Тема» размышляет Магомед Нухаев. Бумеранг Кавказ-центра. Продовольственная безопасность в опасности. Свобода слова или кому выгодно лаять на слона. Рубрика «Вести-Инфо» с обзором республиканской газеты «Вести Республики». Его уникальное искусство делало невозможное, примиряло и соединяло людей вне зависимости от их веры, расы и образа жизни. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о блестящем танцовщике и человеке мира Махмуде Самбаеве. Рубрика «Экспресс-инфо» – это наш еженедельный краткий обзор наиболее ярких событий недели, а также ситуации информационных поводов высокой общественной значимости. Концепцию обзора в нескольких словах можно определить как репортерский взгляд на главные события недели. Рубрику отличает динамика и изящные приемы подачи материала. Это 10 минут полезной информации в 10 динамичных сюжетах. Авторы рубрики стремятся не только не упустить всех деталей, но и найти в событиях то, чего не было в других информационных программах. В качестве документальной базы рубрики используется оперативная съемка новостной редакции телекомпании «Грозный». Рустам Мугаев в рубрике «Экспресс-инфо» о наиболее ярких событиях прошедшей недели. Более 30 выпускников чеченских вузов трудоустроены в учреждения социальной сферы республики. Об этом сообщил в ходе встречи с президентом Чеченской Республики министр труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Магомед Ахмадов. По словам Ахмадова, возможность трудоустройства студентов была предоставлена руководством Роструда Российской Федерации. Если в других регионах этим ведомством предоставляется 1-2 рабочие единицы, то для нас было выделено 30. Кроме того, нам обещают трудоустроить еще одну группу молодых ребят в следующем году, отметил министр. Также он добавил, что около 70 выпускников грозненских вузов получили работу в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Чеченской Республике, в Министерстве труда и социального развития и в Управлении Федеральной почтовой службы по Чеченской Республике. Сообщается, что на реализацию программы занятости населения выделено в общей сложности около 400 миллионов рублей. В Чеченской Республике активными темпами идет восстановление агропромышленного комплекса. В соответствии с инициативой президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, направленной на возрождение и развитие предприятий агропромышленного комплекса, более 100 инвесторов в лице различных министерств, ведомств, а также администрации районов взяли шефство над 150 государственными унитарными предприятиями республики.
Сообщается, что в целях координации работы по возрождению агропромышленного комплекса создан республиканский оперативный штаб. Только на сегодняшний день инвесторами оказана помощь в приобретении семян яровых культур и в закупке минеральных удобрений и средств защиты растений на сумму более чем 30 миллионов рублей. На сумму более 51 миллион рублей инвесторами приобретена необходимая сельхозтехника и запасные части. В оперативном штабе отмечают, что работа по возрождению и развитию сельского хозяйства республики налаживается именно благодаря усилиям инвесторов. Муфти Чеченской Республики Султан Хаджи Мирзаев дал пресс-конференцию, поводом которой явился недавний визит северокавказских муфтиев в Баку, Азербайджан. В ходе визита делегация членов Координационного центра мусульман Северного Кавказа по приглашению азербайджанской стороны приняла участие в открытии исламского комплекса в столице Азербайджана. По словам Мирзаева, после завершения церемонии открытия исламского комплекса религиозные деятели собрались за круглым столом. Участники круглого стола обсудили ряд актуальных проблем, в числе которых основное внимание было акцентировано на вопрос совместных усилий в борьбе против международного религиозного терроризма и экстремизма. Мирзаев отметил, что в ходе поездки состоялась также и встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев в знак почтения вручил президенту Азербайджана высшую награду – орден за заслуги перед уммой. В Грозном открылся филиал Уральского приборостроительного завода. Ожидается, что на филиальном производстве Уральского завода будут выпускать аппараты искусственной вентиляции легких и аппараты УЗИ. Сообщается, что 6 специалистов, которые заблаговременно прошли обучение на Уральском приборостроительном заводе, будут производить сервисное обслуживание выпускаемой техники. По словам мэра Грозного Муслима Хучиева, событие это действительно весьма значительно, хотя бы потому, что производство создаст городу новые рабочие места. По его словам, уже сегодня необходимо работать над расширением рынка сбыта и обслуживания медицинского оборудования, которое вполне конкурентоспособно по цене и качеству. Хучиев сообщил, что планируется расширить географию охвата рынка продукции филиала, не ограничиваясь рынком сбыта в Чеченской Республике. Воспитанники детской художественной школы Иман Целиева и Аюб Джабаев из поселка Ойсхо Чеченской Республики отмечены почетными грамотами Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО форума «Арт-город». Юные дарования приняли участие в 5-м международном конкурсе детского рисунка на лучшую открытку «Арт-город». В этом году за право стать победителями в 4 номинациях соревновались дети из 510 городов и 19 стран мира. Проект по праву стал одним из ведущих в глобальном проекте ЮНЕСКО «Рисуют дети мира» и получил эгиду Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. За 5 лет форум собрал более 25 тысяч школьников из 38 стран мира, объединил ведущих живописцев и заслуженных мастеров культуры, политиков, бизнесменов России, международных дипломатов и общественных деятелей. В Ойсховской художественной школе 30 лет. Здесь искусство живописи постигает более 100 учащихся. Несмотря на мировой финансово-экономический кризис, в Чеченской Республике сохраняется положительная динамика основных макроэкономических показателей. Об этом сообщает с подачи министра экономического развития и торговли республики ряд республиканских СМИ. Так, по данным министра, объем инвестиций в основной капитал республики не снизился и по итогам первого полугодия этого года составил более 100% уровня аналогичного периода прошлого года. Объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ и услуг составил 106,3%. Сообщается, что в первом полугодии в 1,7 раза увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и ввод жилых домов. За отчетный период введено в эксплуатацию более 36 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. По словам министра, увеличился также оборот розничной торговли и объем платных услуг населению. Типография имени Героя России Ахмад Хаджи Кадырова «Путь» приступила к работе по изданию трудов чеченских святых об исламе. Об этом заявил СМИ помощник президента Чеченской Республики, генеральный директор типографии имени Героя России Ахмад Хаджи Кадырова Рамзан Ибуев. По его словам, в 1937 году устазы и алимы Чеченской Республики подверглись репрессиям и гонениям, и вместе с ними были уничтожены их труды об исламе. Наша цель – вернуть эти труды народу, которому они предназначались. На встречах я всегда подчеркиваю, что ваххабизм в Чеченской Республике распространялся именно через брошюры, и поэтому, помимо работы по возвращению исторического наследия чеченского общества, эта работа и часть работы с подрастающим поколением, подчеркнул Рамзан Ибуев. По его словам, заказ на осуществление той или иной формы работ осуществляет Центр духовно-нравственного воспитания и развития Чеченской Республики, а типография составляет сборники книг на основе заказа. Грозненский российский исламский университет имени Кунта Хаджи получил лицензию на правообразовательную деятельность.
В настоящее время начался прием документов. Ожидается, что в 2009 году университет примет на обучение 250 человек. Планируется, что в этом году на первый курс будет зачислено 50 абитуриентов. В их числе окажутся студенты, которые в какой-то степени владеют религиозными знаниями. Для начинающего изучения арабского языка с азов в университете будет функционировать подготовительное отделение. В целом, срок обучения в университете составляет 5 лет, после чего учащиеся получат диплом высшего профессионального образования. Как сообщили в Духовном управлении мусульман Чеченской Республики, выпускники университета получат специальность имам-хатыб, преподаватель арабского языка и шариатских наук. Ожидается, что преподавать в университете будут специалисты, получившие религиозное образование исламского вуза России, а также Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии и Малайзии. В Чеченской Республике в преддверии нового учебного года по указанию президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова в городах и районах республики проводятся активные работы по ремонту и строительству сразу 142 школ республики. Планируется, что все работы должны быть завершены уже к 25 августа текущего года. Ремонт и строительство школ идет практически во всех городах и районах республики одновременно. Из общего числа школ 96 идет капитальный ремонт, а 46 школ строятся заново. Сообщается, что все работы ведутся строго по графику и финансируются из бюджета Чеченской Республики. При этом отмечается, что ряд объектов системы образования ремонтируют и возводятся в рамках федеральной целевой программы. Это 43 школы, 30 из которых должны быть сданы уже в этом году. В Грозном завершена реконструкция одного из центральных фонтанов, расположенного в сквере журналистов. По словам заместителя главы администрации Грозного Хасана Эбахаджиева, при реконструкции объекта установлена новейшая немецкая оборудованная современная подсветка. Для придания фонтану национального колорита использован горный камень, который специально привозился из Этумкалинского района республики. К разработке дизайна фонтана были привлечены специалисты из Чеченского государственного педагогического института. Благодаря их проекту удалось достигнуть сочетания современных технологий и особенностей национальной архитектуры, отметил Эбахаджиев. Как утверждают авторы проекта, площадь фонтана после реконструкции не изменилась и составляет несколько сотен квадратных метров. Сообщается, что в общей сложности в столице Чеченской Республики планируется построить около 100 фонтанов различных форм и размеров. На сегодняшний день в Грозном функционирует 21 фонтан, 6 больших, 9 средних и 6 малых. Строительство 10 новых фонтанов в Грозном будет завершено уже к осени текущего года. Дети и молодежь – это забота и дело всего общества. На молодых людей общество возлагает большие надежды. Его воспитание не может быть делом самих детских и молодежных организаций. Это дело и не только государства, это наша с вами общая задача. Выступая единым фронтом, старшее и молодое поколение могли бы предложить обществу новую молодежную политику. А следовательно и наше с вами завтра. Чем сегодня живет чеченское поколение Next? Какие у него ожидания и к чему оно стремится? Об этом и не только. Тагир Салаханов в еженедельной рубрике «Дайджест Инфо». Детство – самая прекрасная и беззаботная пора существования человека. Вместе с тем, именно в пору детства закладывается основа будущего мировоззрения личности, определяется, какими человеческими качествами он будет обладать. В этом плане детство и юность чеченских детей рубежа тысячелетий оказалось незавидным. 2 кровопролитнейших войны нанесли их психике непоправимый урон. Смерть и хаос, царившие на родной земле, вынужденное переселение в соседние регионы, моральная деградация взрослых. Все это дети впитывали как губка. И потому многие были уверены, что поколение детей 90-х, начала 2000-х – поколение потерянное и для самих себя, и для общества. Но в Чеченской Республике, как и во все времена, были здоровые силы, видевшие пути выхода из кризиса. В решении спектра проблем реабилитации молодежи отводилось ключевое место. Как один из методов решения, президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров начал практиковать назначение на ключевые должности лучших представителей из числа молодежи. Мы строим республику, возрождаем, духовно восстанавливаем республику, экономически строим. Самые яркие примеры. Руководитель администрации президента и правительства Чеченской Республики Магомед Селимханов, министр образования и науки Анзор Музаев и председатель комитета по делам молодежи Нурит Бархаджиев. Селимханов и Музаев на момент Первой Чеченской войны были подростками, а Нурит Бархаджиев даже к началу Второй был ребенком. Эти 3 личности мы привели всего лишь в качестве примера, так сказать, верхушка айсберга, наиболее яркая видимая составляющая реализуемой в республике молодежной политики. На самом деле, привлечением молодых кадров охвачены все отрасли и все виды деятельности общества, от узкоспециализированных специалистов до крупных руководителей.
dik duurskoos, jachters, jeugdjols, dat zullen dan достойно wij ballen met die karoo, die ballen met karoo wij dan условия, wij dan buiten dan interesse programma dan geven dan. Не обязательно dan это бюджетный балл какие предприятия, фабрики, заводы, мусора dan. Всегда dan образован так востребованный хуже dan. И да вот шайги wij dan новые технологии dan компьютер dan переход يشلو حلق إذا تكبر من اعتماد الزواج. إنت إيد الزواج بام شغل لقي فابريكا يشتغل wij новые технологии شو سندلا حقيقي يشتغل شيء حق كمبيوتر فوق صار حق يشتغل شيء dan. سن بالغ متكرر خلق كلام يسن بالغ متكرر. ويدان طبعا إنسى أشرار شيء سأل أشخاص اللي هو رمضان شامل جدا وأكبر استطاعة اليوريست لدانا إقتصاديست لفينانسيست وغير شلو أقوى ريسبول اللي قاعد سام مثلا نتكسبوت في ده والمسؤول عن يوريست والمسؤول عن فينانسيست شيء واجب يرسل نحس في ده ويدان بيش دان لوش بيش ويدان وش بلاش بيش دان ويدان أنا بوتين سيس خزاسة بيش شادري جدا وين دان هذول حيل ده بيش تقدمي دانا سيس دان middle crisis dan. Şerik hayatlar bir işte dünyadan bakma diye baş şerik robot gibi bu boş filmler taşan uje dağına naha yöne lat muhabisine decision dağına trud dağına lüde dağına televizyon trud diye hal uçduğun. Tündele kora mas şu dağına diye kadar kora fisalas xas oldu taşan Вместе с тем, серьезной модернизации подверглась система образования республики. Образовательный процесс выведен на новый качественный уровень. Для начала минимум 250 в головах виз по всем направлениям. Финансово, экономические, сельское хозяйство, образование, или спорт, или вошел направление, что и потом последующие было исключено, их запас, когда 100 кетчуис, а 250 самый лучший будет, когда один лучший, может полностью хабрина, В реализации молодежной политики учитываются все стороны. Программа морально-нравственного воспитания молодежи призвана оградить подрастающее поколение от духовной деградации и укрепить в их сердцах доброе наследство традиций предков. Роль религиозных организаций здесь одна из приоритетных. Сегодня будущее Чеченской Республики определяют и строят именно молодые. Я с уверенностью могу сказать, что эти представители этого через многие годы займут какие-то ответственные посты и будут руководить республикой, решать судьбы будущих поколений. Те, кому 20, 25, 30 лет, детство которых пронизано болью и кровью, сделали правильные выводы. Они полны решимости в том, что их дети и внуки никогда не увидят того, что выпало на их долю. Сотрудники правоохранительных органов и силовых структур в большинстве своем принадлежат именно к этому поколению. Они сегодня жертвуют своим здоровьем и самими жизнями во имя лучшего будущего своего народа. В принципе, все это правильно. Ведь и народный лидер Рамзан Кадыров и сам молодой еще человек, ему всего 32 года. Он, как никто другой, знает и чувствует чаяние молодежи. Именно поэтому постепенно в мире преодолевается стереотип чеченца-бандита. Зато посылка лучших учащихся в ведущие вузы мира, Англию, Германию, США, на Ближний Восток, стали уже традицией. И молодой парламент был бешено, уходом бешено, было больше бешено, сказал, бешено, общественная организация обещала больше, когда именно, да, хардховали, беды, вали больше, но из потолка так полностью, аттестация за рукой, да, он достойно образование получить на вас, когда щедон и учебный год существует именно для учебы, для образования, да, когда человек вас. Одним словом, те, кто считает нынешнее молодое поколение потерянным, мягко говоря, заблуждаются. И примеров тому масса. Лучшее тому свидетельство то, что в Чеченской Республике самый молодой руководящий состав из всех регионов Российской Федерации. А что сделала эта молодежь, становится понятным, просто выйдя на улицы Грозного и оглянувшись по сторонам. И это только начало. صعدا نخشي دون الدنيا نات سنتر رسي سنتر غالخ بالقلب ويا
Вы еще раз доказали, что чеченский народ самый сильный, самый смелый, самый достойный народ в мире. Все должны воспитывать детей, обучать молодежь. Не храбро умирать, а умно жить. Этика. Этические нормы поведения человека в обществе. Если это государственное содержание политики, то она вовремя и правильно. Прежде всего надо думать, что происходит со мной. Что ты подал в народ, то и отзовет. От того, как ты себя поведешь, такое будет восприятие твоей семьи. А семья – это ячейка народа. Общество состоит из личности. Если деградируется личность, то общество само себя деградирует. Вот вся беда наша в том, что мы решили пойти по коммунистическому складу воспитания. Общество воспитывает человека. Порушен домашний институт воспитания. Общество учит человека, как вести себя в тех или иных условиях. Дети остаются сами себе. У чеченцев в прошлые века никогда не было садиков, яселек. Жена была дома, мать была дома, отец добычей занимал. Подрастающее поколение, вот, это вы, подрастающее поколение. Но мы ошибочно говорим всегда, мы взрослые, что вы наше завтра. А я опровергаю это, вы наше сегодняшнее, вы мое сегодня. Если вы сегодня совершили аморальный поступок, вы унизили и оскорбили меня сегодня. Одни считают honor. Это боевой, храбрый, но, можно сказать, вооруженный до зубов. Он, прежде всего, хинхет мал. Хинхет мне вела. Özd и вела. Эдемелла дольше вела. По нашему этикету, мужчина, идущий публично, жуя что-то, никаким подходам не подходит. Народ нас всю жизнь в борьбе за свободу, за независимость. Мы начинаем искать, где проявить себя. И вот тут появляется какой-нибудь лидер. Вот именно мы хотим умереть храбро, красиво умереть. А жить красиво не хотим. Если ты себя завтра будешь чувствовать внутренне комфортно, вот твоя победа. Вот это и есть твое завтра. Чтобы ты чувствовал себя завтра хорошо, будь внутренне чист. Мало. Да и не нужно кричать «Я люблю Родину». Учись быть полезным. Но прежде всего в своей семье. Ничто не поможет, если из дома не начнешь его воспитывать. Вот по этому поводу японцы говорят, воспитывают до 5 лет. После 5 учат. Ну а теперь всесильный интернет о Чеченской Республике. Что говорят о нас и что говорим мы на сетевых ресурсах глобальной сети интернет? На прошедшей неделе говорили о том, что известный российский ученый, доктор исторических наук, профессор Алексей Малашенко выпустил в свет книгу о президенте Чеченской Республики. О том, что в Ченете заработал вайнахский молодежный видеопортал «Вайтуб», что в Веденском районе восстановлен памятник Абреку Зелимхану, и в новом формате начала выходить единственная в республике научно-просветительская газета «Медицинский вестник». Рубрика «Ченет-Инфо» с экспресс-обзором сетевых ресурсов глобальной сети интернет. Известный российский ученый, доктор исторических наук, профессор Алексей Малашенко выпустил в свет книгу о президенте Чеченской Республики. Рамзан Кадыров, российский политик кавказской национальности. Презентация книги прошла на днях в Московском центре Карнеги с участием известных российских политиков, ученых и журналистов. В книге рассказывается о ситуации в республике и политике, проводимой Кадыровым. Автор, следуя сложившейся традиции, предпочитает называть чеченского президента просто Рамзаном. В целом, Малашенко считает, что на российском и северокавказском политическом поле фигура президента Кадырова уникальна. С одной стороны, ему удалось выстроить систему отношений с центром, которая делает республику уникальным субъектом Российской Федерации. С другой, сложившаяся система вписывается в общероссийскую политическую панораму, пишет автор. Об этом сообщает сетевое издание islam.ru.
Сравнительно недавно в Ченете заработал чеченский молодежный видеопортал Вайтуб. Название говорит само за себя. Это войнахский, а если еще точнее, чеченский аналог всемирно известных видеохостингов YouTube или Рутуб. Всего за 2 клика на сайт можно залить свое видео и смотреть видеоролики на чеченскую тематику. Тем самым появилась прекрасная возможность в формате мультимедиа напрямую рассказать ценителям всемирной паутины о Чеченской Республике. На Медне на сайте стартовал и независимый прямой эфир Грозненского радио. А это значит, появился прямой онлайн-контакт с радио Грозный. И появилась возможность отправлять сообщения диджеям радио прямо с сайта. В прямой эфир можно послать свое поздравление, пожелание или замечание. Требование только одно, чтобы сообщения соответствовали войнахским нормам и этике поведения в чеченском обществе. Как сообщают админы ресурса, при соблюдении всех этих условий сообщения зачитываются в прямом эфире. В этом году истекает первый десятилетний период действия международного договора о запрете использования противопехотных мин. Борьба с минами в мире приняла по-настоящему массовый характер. В нее включены не только правительство, но и тысячи общественных организаций и миллионы простых людей. У этого движения есть свои герои и свои примеры мужества. О футбольной команде «Ламан Аз» и рассказывает на страницах своего издания интернет-ресурс SY Пресса. Команда создана из ребят, пострадавших от мин и не разорвавшихся снарядов. Поначалу было тяжело, и не все верили, что можно заниматься спортом, не имея ног, говорят авторы материала. Сегодня в команде 18 человек. Есть взрослые и юниорские составы. 2 игроков, как члены сборной России, стали чемпионами Европы 2006 года. Футболисты «Ламан Аз» также являются обладателями Кубка президента страны. Как говорят сотрудники организации, задача «Ламан Аз» – помочь людям не чувствовать себя ущербными и адаптироваться к жизни и современном обществе. Восстановлен памятник Абреку Зелимхану. Об этом на Медне во всемирной паутине сообщил интернет-проект «Абрек Зелимхан». Скульптура, посвященная памяти Абрека, была установлена энтузиастами вопреки желанию всесильного обкома партии в середине 70-х годов и пользовалась в народе, как и образ самого Абрека, популярностью, любовью и уважением. В ходе военных кампаний памятник был разрушен до основания, что в обществе воспринималось как один из примеров утраты объектов культурного и исторического наследия. С сожалением об этом писал в свое время известный чеченский писатель Абузар Айдамиров. Медленному и методическому уничтожению народного памятника было посвящено ряд публикаций в местной прессе. Восстановленный памятник на въезде в Веденский район в том же месте и в том же скульптурном ансамбле занял свое место. Восстановлено одно из звеньев живой цепи чеченской истории, и восстановлено оно хранителями народной памяти, энтузиастами и на этот раз нашими современниками и выходцами из Веденского района, родины легендарного Абрека. Любопытное сообщение появилось на этой неделе на новостных лентах глобальной сети интернет. Так, по сообщению ряда сетевых ресурсов, жители чеченского села Бино-Юрт Натеречного района обнаружил при проведении земельных работ на своем приусадебном участке артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Сообщается, что снаряд был вывезен в безопасное место и уничтожен саперами путем подрыва накладным зарядом. В сообщении любопытен факт обнаружения взрывного устройства именно периода Второй мировой войны, в то время как республика в ходе 2 военных кампаний такого рода устройствами прямо нашпигована. Так, по статистике, на территории республики в общей сложности от мин, не разорвавшихся боеприпасов и иных взрывоопасных предметов необходимо очистить более 24 тысяч гектаров земель, и для проведения этих работ требуется порядка 12 миллиардов рублей. Строительство 10 фонтанов в Грозном будет завершено к осени. Их запуск запланирован на лето 2010 года, сообщили на этой неделе ряд сетевых изданий. Таким образом, в чеченской столице следующим летом заработает около 30 фонтанов, в строительстве которых используются как отечественные, так и зарубежные материалы и оборудование. Планируется, что новые фонтаны различных форм – круга, многогранника, эллипса, звезды и прямоугольниках – в основном будут располагаться на центральных и людных проспектах, площадях и микрорайонах Грозного. В настоящее время в столице Чеченской Республики функционирует 18 фонтанов. Самые крупные из них расположены в центре Грозного. Это 5 фонтанов вокруг центральной мечети имени Ахмата Кадырова в сердце Чечни, один из которых музыкальный. На площади имени Ахмата Кадырова также расположен крупный фонтан, высота водяного столба которого достигает 30 метров. Все они имеют мощную подсветку, подчеркивается в материалах новостных лент. В новом формате начала выходить единственная в Чеченской Республике научно-просветительская газета «Медицинский вестник», освещающая вопросы здравоохранения.
Теперь на одноименном сайте издания читатели смогут получить не только свежий номер очередной газеты, но и узнать о работе Министерства здравоохранения, крупного медицинского учреждения республики, ознакомиться с новыми приказами и последними новостями, получить справочную информацию, узнать о новых вакансиях в системе здравоохранения и многое другое. Кроме того, посетителям сайта предоставляется возможность оставить свои записи с пожеланиями, замечаниями и критикой в гостевой книге. В интернете появился новый сервис Яндекса, в котором специалисты компании привязали статистику поисковых запросов в карте мира. Можно также увеличить эту карту до регионов России или регионов мира. Сервис представляет возможность посмотреть региональный срез статистики показа заданного запроса на карте. Региональная популярность – это доля, которую занимает регион в показах по заданному слову, деленной на долю всех показов результатов поиска, пришедшихся на этот регион. Так, один из запросов в новом сервисе выявил, что популярным и элитным мобильником марки Vertu больше всего по России интересуется в Дагестане – 289%. Популярнее всего в мире эта же марка оказалась в Армении – 422%. А вот смартфонами в России больше всего интересуются жители Чеченской Республики – 391% запросов. К результатам этого небольшого исследования можно относиться скептически, но нельзя забывать, что статистика, формирующая показатели популярности, вещь не только упрямая, но и точная и объективная. Руководство республики уделяет самое пристальное внимание вопросам возрождения политэтичности и многоконфессиональности региона, укреплению национального, политического и культурного развития многонационального народа нашей республики. Несмотря на то, что доподлинно и точно неизвестно реальное количество русскоязычного населения в регионе, известно, тем не менее, что в республике на сегодняшний день проживают представители более 30 национальностей, которые зарегистрированы в нескольких стах общественных объединениях. Как складывается этнополитическая ситуация в нашем регионе и что сейчас предпринимается чеченским руководством для того, чтобы все народы, населяющие республику, чувствовали себя комфортно? Об этом в рубрике «Тема» размышляет Магомед Нухаев. Считается, что Северный Кавказ – это один из самых многонациональных и многоконфессиональных регионов России. Регион контакта многих этносов и культур. Еще более многонациональным регион стал после образования Южного федерального округа. Ныне территория округа занимает 3,5% территории России и составляет около 600 тысяч квадратных километров. Численность населения более 21 миллиона человек. В состав Южного федерального округа входят 8 республик, 2 края и 3 области. Здесь проживают представители более 100 народов, принадлежащих к различным языковым группам и исповедующих все мировые религии. Одной из самых многонациональных республик на Кавказе некогда считалась Чеченская республика. По переписи населения 1989 года на территории Чечено-Ингушской АССР проживали представители более 70 национальностей. Накануне начала военной кампании в Чечне проживали 734 тысячи чеченцев, 294 тысячи русских, более 163 тысяч ингушей и 13 тысяч украинцев. Многочисленными были диаспоры армян, евреев и греков. Грозный с населением почти 500 000 человек был третьим по численности после Ростова-на-Дону и Краснодара городом на Северном Кавказе. Но ситуация кардинально изменилась в начале 90-х годов, в период 2 военных кампаний в республике. Одним из тяжелых последствий вооруженного конфликта и предшествовавших ему процессов, связанных с политикой сепаратистов, явилось резкое нарушение исторически сложившейся национальной структуры населения республики, утрата его полнокровной полиэтничности. С окончанием войны республика фактически стала моноэтническим регионом. Точное число уничтоженного русскоязычного населения в Чечне в годы правления Дудаевского и Масхадовского режимов назвать сложно. Большинство наблюдателей сходится в том, что в Чеченской республике погибло 20 тысяч русских. Остальные, бросая дома и имущество, бежали в Россию, ближнее и дальнее зарубежье. По переписи 2002 года общая численность населения Чеченской республики составляет почти 1 104 000 человек. Из них только 40,6 тысяч человек русских и 31,4 тысячи человек представителей другой национальности. Они проживают в Шелковском, Наурском, Сунжинском и Грозненском районах. На 1 января 2008 года население Чеченской республики составляет 1 209 000 человек. И, конечно, подавляющее большинство из них – чеченцы. Именно этот факт заставил местных властей обратить внимание на одну из главных на сегодняшний день в республике проблем. В руководстве республики созрела концепция специальной программы – концепция государственной национальной политики Чеченской республики. Она представляет собой систему взглядов, принципов и приоритетов в деятельности органов государственной власти Чеченской республики в сфере национальных отношений. Концепция исходит
исходит из того, что Чеченская Республика является неотъемлемой составной частью Российской Федерации. В ней учитываются историко-культурные особенности проблем возрождения и развития основных сфер жизнедеятельности многонационального народа Чеченской Республики и современная этнополитическая обстановка в регионе. Концепция разделена на 5 пунктов. Среди прочих и этнополитическая ситуация в Чеченской Республике. Как сказано в программе, центробежные сепаратистские процессы, провоцированные в стране этими реалиями, получили наиболее опасное развитие в Чеченской Республике. Опасным дестабилизирующим фактором являются исходящие от различных деструктивных сил необоснованные посягательства на территорию и целостность Чеченской Республики. Серьезная проблема связана и с массовой безработицей, особенно в молодежной среде. Отсюда опасность ее негативного влияния на общественно-политическую, в том числе этнополитическую ситуацию в республике. Именно поэтому состояние этнополитической ситуации, необходимость обеспечения ее стабильности и совершенствования относятся к ключевым факторам, определяющим принципы, цели и задачи национальной политики Чеченской Республики. Документ также включает в себя программу возвращения вынужденных переселенцев в Чечню, предложение по реализации закона о репрессированных народах Чеченской Республики. Нельзя не отметить, что именно концепция государственной национальной политики Чеченской Республики стала первым указом Рамзана Кадырова после официального его вступления на пост президента Чеченской Республики. Однако этот шаг не первый, который был сделан Кадыровым для укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений внутри республики. По его поручению весной 2006 года в центре столицы была восстановлена церковь Михаила Архангеля. Грозненский храм был практически полностью разрушен во время Первой и Второй Чеченской войны. Средства на его восстановление выделил региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. Однако для полного завершения отделки храма в соответствии с канонами церкви потребовались дополнительные средства. Рамзан Кадыров после открытия в прошлом году в центре Грозного самой крупной в Европе мечети сердца Чечни распорядился помочь храму, который находился на том же проспекте, что и мечеть. Соседство мечети и церкви как нельзя лучше влилось в архитектуру города, и сегодня оно олицетворяет возрождение этнополитической ситуации в республике. Ежегодно в республике приводится надлежащий вид территории христианских и иудейских кладбищ, а на празднование Святой Пасхи Чечня принимает всех желающих из числа русскоязычного населения, проживающих в других регионах. Руководство республики уделяет самое пристальное внимание вопросам возрождения, полиэтничности, многоконфессиональности, укрепления национального, политического и культурного развития многонационального народа Чеченской Республики. Мы многонациональный народ. То есть предполагается, что наша страна многонациональная. И, естественно, она и многоконфессиональная. Мы не сможем решить национальные вопросы, национальные проблемы, не решив религиозные, конфессиональные проблемы. Хоть и неизвестно на сегодняшний день доподлинное количество русскоязычного населения, известно, что в республике проживают представители более 30 национальностей, которые зарегистрированы в около 400 общественных объединениях, в том числе в 30 религиозных организациях и 2 конфессиях. Наиболее многочисленными являются национально-культурные движения, общества и объединения, такие как Наурский отдел Перского казачьего общества, местные национально-культурные автономии, Ногайский народ, турецкая и казачья община. У нас многонациональная республика тенденция город нашей культуры и культуры, но держать еще какая наследовская, чтобы мы показывали себя через культуру, когда им давать на сцену, чтобы никак иначе, но давая всем сцену, когда мало их показывают по телевизору. В местах компактного проживания общин на базе сельских домов культурных созданы национальные культурные центры – русский, казачий, ногайский, кумыкский, соответственно чеченский, которые имеют творческие художественные коллективы, местные промыслы и библиотеки. К настоящему моменту в 8 населенных пунктах только Шелковского района, где компактно проживают представители различных этнических групп, за короткие сроки по просьбам жителей были построены и реконструированы школы со спортзалами, детские сады, начальные школы, капитально отремонтированы дома культуры. По просьбам верующих в районах построены церкви и мечети. Кроме того, благоустроены внутрипоселковые дороги, проведена газификация, подведены водопроводные линии. Необходимо отметить, что большинство этих строек реализовывалось в результате личных встреч представителей национальных обществ с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, а также его многочисленных поездок в данные населенные пункты. Также по поручению руководства республики национальные культурные центры, в первую очередь после их реконструкции, было оказано содействие в приобретении национальной одежды, музыкальных инструментов и транспорта. На протяжении последних нескольких лет в республике проводятся различного рода культурные мероприятия, фестивали, которые организовываются различными культурными национальными центрами как республики, так и из других субъектов Российской Федерации. Руководством Чеченской Республики сегодня придается ключевое значение установлению межнационального и межконфессионального согласия
согласия, равно как и тому, чтобы все народы, населяющие чеченскую землю, чувствовали бы себя здесь комфортно. Доверие и открытость, уважение и готовность понять друг друга должны стать нормой отношений между всеми народами. Фундаментом для этого является богатейшая история и культура народов Чеченской Республики, уходящая корнями вглубь веков. Недаром народная мудрость гласит: дерево может жить без ветвей и листвы, но потеряв корни, оно умирает. Мы не должны забывать, что мы должны жить в мире и дружбе. Почему? Потому что нас объединяет это любовь к родине. И что не говорили, как не говорили, у нас в республике главенствует закон, и будем делать все во имя народа. Я глубоко верующий мусульманин, и мы делаем все для того, чтобы нас не разделяли. На этой неделе, пожалуй, главная газета республики «Вести Республики» отметила свой небольшой юбилей. Прошло ровно 8 лет с момента выхода в свет его первого номера. Газета с первых своих шагов стала одним из главных источников информации для населения. «Вести Республики» неизменно выступает проводником и сторонником всех инициатив руководства Чеченской Республики, направленных на кардинальное переустройство чеченского общества, соблюдение законных интересов и прав человека, повышение качества жизни, пропаганду и утверждение высоких духовно-нравственных ценностей. Так уж случилось, что именно с этой юбилейной недели наша программа начинает новую и постоянную рубрику «Вести Инфо», в которой, как предполагается, будут представлены наиболее яркие, интересные и значимые материалы этого печатного издания. Итак, рубрика «Вести Инфо» с обзором республиканской газеты «Вести Республики». «Бумеранг Кавказ-центра» – так назвал свой материал Исад Джабраилов. Автор подчеркивает, что он никогда не писал писем, никогда не старался публично высказать свое мнение. Тем не менее, писать в газету его заставило то, что он увидел в интернете. А именно явная ложь и откровенный бред, который изливается на пользователей сети от муртадов из Кавказ-центра. Только слепой не увидит, как изменились наши города и села. У нас возведена самая большая в Европе мечеть. Впервые в республике прошел международный кинофестиваль. Открылись драматический театр и государственный театрально-концертный зал. Построен завод по сборке автомобилей. Футбольная команда «Терек» не только осталась в премьер-лиге, но и стала лучшей в Южно-федеральном округе. К нам стали приезжать иностранные лидеры. Все это говорит только об одном – на нашу землю пришел мир, пишет автор. Совсем иная картина представляется, по словам Джабраилова, на известном сайте «Кавказ-центр». Первое, что почувствовал, еще не знакомясь с его содержанием, как на меня обрушился поток информационной грязи. С экрана монитора мутным потоком исходит негативная информация, стремящаяся оказать воздействие на психику, сознание и, самое главное, на внутреннюю суть, отмечает автор. Также автор пишет, что бросается в глаза антиисламская сущность Кавказ-центра.
В самом деле, до какого ширка надо дойти людям, называющим себя мусульманами, чтобы лицом сайта сделать мунафиков, с ног до головы измазанных кровью невинных людей? Награждение президентом медалью «Материнская слава» уважаемых женщин республики воистину знаковое событие, отмечает автор. Вручая награды женщинам, президент отметил их большой вклад в воспитание детей в духе патриотизма, нравственности, проявления высокого примера в служении семье и отечеству. А теперь представьте двух матерей. У одной сын служит своей стране и своему народу, а у второй ушел в горы. Одна с гордостью носит медаль, отражающую ее заслуги перед обществом, а другая с тоской глядит в лес, ежеминутно ожидая известий о гибели своего ребенка, или живя с болью в сердце, потому что ее чадо – убийца стариков, женщин и детей. Одна с гордостью принимает награду, а другая стесняется своего ребенка и положения, которое он ей создал в обществе. Так пусть Кавказ-центр правдиво ответит, кто же больше пользы принес своему народу: матери, воспитавшие детей, строящих новую республику, или матери, которые не смогли дать должного внимания своим сыновьям и воспитать в них любовь к своей земле, вследствие чего они стали служителями Мушрика Умарова, вопрошает автор материала. Существует много публикаций, рассказов, сочинений и передач о нашем президенте. А знаете ли вы почему? А потому что это человек, у которого болит душа за свой народ, заявляет автор публикации «Миротворец», аспирантка юридического факультета Российского гуманитарного университета Луиза Атаева. Помните ли вы, каким кошмаром предстал город Грозный перед нашими глазами? Хотелось, как дитя его, приласкать, как-то облегчить страдания, но мы не имели возможности ничего сделать. И по воле Аллаха именно Рамзану удалось воплотить наше желание в реальность. Он построил и восстановил учебные, спортивные и культурные заведения, дал возможность детям и молодежи развиваться, отстроил больницы, без которых, как бы нам этого не хотелось, не обойтись, отмечает автор статьи. Атаева отмечает, что позаботился Кадыров не только о Грозном и его жителях. Он успел побывать и оставить после себя след во всех селах, даже в самых отдаленных уголках республики. Именно по его распоряжению провели газ даже в горные районы, в которых его никогда и не было. Построены школы, культурно-развлекательные учреждения, больницы и спортклубы. Автор публикации подчеркивает, что даже при Советском Союзе, который считался великой экономической державой, не происходило ничего подобного. Полемизируя с читателем, автор спрашивает, у кого и когда болела душа за свой народ так сильно, кто сам лично выезжал на строительные площадки не только днем, но и ночью, кто столько мечетей отреставрировал и возвел новые. И тут же отмечает, Аллах милостив. Он дал нам человека, который разбил все предупреждения и стереотипы, и с горячностью джигита, с мудростью старца и с любовью матери взялся за восстановление долгожданного порядка на земле отцов. Для всех он президент, но для меня он просто добрый человек с широкой душой, заключает автор публикации. Юбилей народного писателя должен был бы стать и народным праздником, так как в этот день у народа появляется повод высказать свое мнение о нем и о его творчестве, а также пожелать ему всех благ. Наш сегодняшний юбиляр – это известный писатель, прозаик, истинный чеченец и просто онах Муса Бексултанов. Так начинается статья Дети Сулумовой о жизни и творчестве известного чеченского писателя Мусы Бексултанова, который 1 июля этого года перешагнул свой личный рубеж. Ему исполнилось 55 лет. Бексултанов – автор 5 художественных книг, изданных на чеченском языке. Он является народным писателем Чеченской Республики, лауреатом премии Ленинского комсомола за 1988 год, лауреатом премии «Серебряная сова» и лауреатом премии журнала «Война». В 2009 году он получил медаль из-за заслуги перед Чеченской Республикой. В своем рассказе о юбиляре автор материала подчеркивает, что в творчестве Бексултанова главное достоинство – это то, что содержание пронизано истинной народной национальной духовностью. Его рассказы ненавязчиво воспитывают читателя. Содержание его произведений заставляет думать, и читатель становится его соавтором. Он очень талантлив и не похож ни на кого, отмечает автор публикации. Любимый возглас демагога, когда нет аргументов, это «требую свободы слова». Вопль этот часто берут на вооружение, и те, кто за хорошие деньги или за будущее одобрительное похлопывание по плечу, берется постоять за попрание права и свободы униженных и оскорбленных, пишет в своей статье Сатина Астахова. Поводом для публикации явилось заявление Международной организации «Репортеры без границ» о том, что в Чеченской Республике члены правозащитных организаций по существу заменили журналистов. Комедия эта очень по-крыловски выглядит. Моська лает просто потому, что ей по природе вроде как положено на всех лаять, отмечает автор публикации.
По мнению автора, правозащитники, публикуя свои материалы в газетах и выступая с заявлениями по телевидению и радио, собственно, и занимаются тем, за что зарплату получают, а именно защитой прав и свобод человека. Претензий по поводу запретов на обнародование в СМИ деятельности правозащитников в республике нет. Газетные полосы к их услугам. В эфир ТВ и радио добро пожаловать. Так в чем проблема, вопрошает политолог. По мнению автора, проблема в том, что очень хочется кинуть камень в чеченский огород и полаять ради красного словца. И весь этот сыр-бор ради того, чтобы моськи засветиться на публике. Желаемое – обвинить руководство Чеченской Республики в давлении на СМИ. Мы говорим о республике, которая медленно выбирается из гражданской, экономической и психологической разрухи. В войне пострадали не только стены, в войне пострадала душа чеченского народа. И залечивать эти раны должны умные доктора, главный девиз которых – «не навреди». И чеченские СМИ следовали и следуют этому принципу, резюмирует автор публикации. Проблему аграрной и земельной реформы и пути ее решения поднимает в своей статье Юрий Ибрагимов, автор материала «Продовольственная безопасность в опасности». Прошло около 20 лет с начала земельной и аграрной реформы в Российской Федерации. Какие же выводы и соответствующие меры должны предпринять аграрии Чеченской Республики, да и все наше население, чтобы преодолеть отставание в сельском хозяйстве, задается вопросом автор статьи. И далее отмечает, что в этом отношении Чеченская Республика пока еще выглядит вполне благополучно. Тем не менее, по мнению автора, задача состоит в том, чтобы заинтересовать население заниматься земледелием и скотоводством. Однако, где оно может заниматься сельским хозяйством, если почти вся пашня республики передана под индивидуальное жилищное строительство? И строительство на этих землях в основном не ведется, и сельское хозяйство тоже, вопрошает автор материала. Ибрагимов выражает уверенность в том, что следует считать ошибочным осуществление массовой приватизации земель в малоземельной республике. А настаивание на этом некоторых чиновников под предлогом необходимости проведения земельного строя республики в соответствии с федеральным законодательством следует считать противоречащим законодательству. По твердому убеждению автора статьи, в основе народного единства лежит идея общего владения землей, а земля оказывает на человека огромное влияние. Лишившись своего общего права владения землей, народ лишится своей основы земли и перестанет существовать как нация, считает автор материала. Именно приватизация земель приводит к концентрации большей части земель в руках недобросовестных граждан и создает социальную несправедливость. Большая часть населения окажется безземельной и на праве у паденщиков, у крупных земельных собственников. Мы обязаны сделать в республике все, чтобы земля не стала объектом купли-продажи и наживы недобросовестных людей, заключает автор статьи. 15 июля 1924 года в чеченском селе Старая Таги в семье Алисултана Бекату Эсамбаевых родился мальчик, которому суждено было прославить не только свое село и семью, не только чеченский народ, но и великую страну СССР. Из предгорного чеченского селения Старая Таги родом многие выдающиеся чеченские писатели, драматурги, музыканты и композиторы. Однако только один житель этого села, Махмуд Эсамбаев, был назван человеком мира и легендой 20 века. Он легко перешагивал через зримые границы на карте и через незримые в сознании. Его уникальное искусство делало невозможное, примиряло, соединяло людей вне зависимости от их веры, расы, образа жизни. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о блестящем танцовщике и человеке мира Махмуде Эсамбаеве. Махмуд Эсамбаев – человек мира, легенда 20 века. Его образ человека в папахе прочно связан с талантом и творческой активностью. Искусством Махмуда Эсамбаева восхищался весь мир. О танцовщике Эсамбаеве великая балерина Галина Уланова сказала однажды: «Такие люди, как Махмуд Эсамбаев, встречаются раз, даже не знаю во сколько лет. Он по существу так пластичен, так музыкален и так выразителен, что все, что он исполняет, никто другой не смог бы». В 1924 году, 15 июля, в чеченском селе Старый Атаги в семье Алисултана и Бекату Эсамбаевых родился мальчик, которому суждено было прославить не только свое село и свою семью, не только чеченский народ, но и великую страну СССР. Рос мальчик, как и все чеченские дети, в спартанских условиях. Из предгорного чеченского селения Старый Атаги родом многие выдающиеся чеченские писатели, драматурги, музыканты, композиторы. Одаренный от природы необыкновенной выразительной пластикой тела, высоким ростом, совершенным музыкальным слухом, феноменальной памятью,
Махмуд танцевал с тех пор, как помнит себя. С 7 лет он с отцом бывал на свадьбах, где плясал под одобрительный смех и восклицания старших. Чеченец, выросший в Киргизии после депортации семьи в 40-х. Он имел за плечами лишь 6 классов средней школы, но родился танцовщиком по склонности и таланту и стал артистом наперекор воле отца. Солист эстрадной сцены, имевший в 50-70-х годах огромную популярность. Он начинал в оперном театре города Фрунзе, куда его приняли, оценив возможности самородка после 2-летнего профессионального образования. Для танцовщика срок мал до невозможности. Экспрессия его жеста и орлиная внешность пригодились для злого гения, Гирея, Тараса и феи Карабас, отрицательной героини «Спящей красавицы». В 15 лет уже танцевал в Чечено-Ингушском государственном ансамбле песни и танца, в 19 – в Пятигорской оперетте. То были годы войны, и Эсэмбаев танцевал и во фронтовой концертной бригаде на передовой, и на строительстве оборонительных сооружений, и в военных госпиталях. А в 20 лет он стал солистом Киргизского театра оперы и балета. А это значило, что молодой Эсэмбаев был уникальным в смысле разноплановости исполнителем. Овладел и характерными, и народными танцами, и основами профессионального балета. На сцене Киргизского театра оперы и балета Эсэмбаев исполнял главные партии в классических и современных балетах: «Лебединое озеро», «Бахчисарайский фонтан», «Спящая красавица». Он также стоял у истоков киргизской хореографии, станцевал главные роли в первых национальных балетных спектаклях. Но в 50-е годы Эсэмбаев решил оставить академическую сцену и обратиться к народному танцевальному творчеству. Как раз в то время была восстановлена Чечено-Ингушская АССР. Эсэмбаев стал солистом филармонии своей республики и начал создавать танцы-новеллы, посвященные культуре разных народов. Среди его первых работ были индийский ритуальный танец «Золотой бог», испанский танец «Ля коррида», таджикский танец с ножами. В 1959 году Эсэмбаев выступал со своей программой в Москве, затем в составе труппы «Звезды советского балета» объехал с гастролями Францию, Южную Америку. Рядом с всемирно известными балеринами он имел триумфальный успех. И где бы ни проходили гастроли, Эсэмбаев, подобно увлеченному коллекционеру, собирал танцы разных народов. Он их молниеносно разучивал и исполнял в той же стране, которая ему их подарила. После зарубежных гастролей Эсэмбаев создал свой коллектив. С программой «Танцы народов мира» он покорил не только Россию, но и весь мир. Журнал «Театр» писал: «Танцы Эсэмбаева – это театр переживания, а не представления. На афише пишут «Танцы народов мира», а надо бы «Народы мира в танце». Непременно посмотрите Эсэмбаева. Каждое выступление Махмуда Эсэмбаева на эстраде, каждая его миниатюра – это, я бы сказал, маленький законченный балет», отмечал Юрий Григорович, известный балетмейстер. Блистательный исполнитель ряда ведущих балетных партий, танцевальных сцен оперных спектаклей Киргизского театра оперы и балета, Ленинградского академического малого театра оперы и балета имени Кирова, Большого театра СССР, конечно же, привлек внимание и кинорежиссеров. Дебют Махмуда Эсэмбаева в кино в 1961 году состоялся не только как актера, но и как сценариста. Он написал сценарий к телеспектаклю, фильму-балету «В мире танца», а вскоре последовала и главная роль Ишкоева в киноленте «Я буду танцевать». В экранизации балета Петра Чайковского в фильме-балете «Лебединое озеро» в постановке режиссеров Аполлинария Дудко и Константина Сергеева мастер исполнил одну из главных партий. Режиссеры Альберт Макартычан и Леонид Попов пригласили Махмуда Эсэмбаева на одну из главных ролей в приключенческо-романтическую драму «Земля Санникова» по сценарию Марка Захарова. В картине Махмуд Эсэмбаев изображал черного шамана. Профессиональной победой в кино маэстро танцев стала и роль придворного музыканта, несравненнейшего Игина Штуш, у режиссера Геннадия Васильева в музыкальном фильме «Сказки» о волшебном городе веселых тружеников «Пока бьют часы». Да и неугомонный огонь в сказке-комедии Юрия Победоносцева «Честное волшебное» был в исполнении Эсэмбаева весьма убедителен. Велик был масштаб личности маэстро танца. Эсэмбаева любили, его обожали за талант. Режиссеров покоряла внутренняя мощь актера. Елизавета Кимягарова пригласила танцовщика на роль казначея в «Приключениях маленького Мука» по мотивам произведения Гауфа. Но и в этой, немного необычной для него роли, Эсэмбаев был превосходен. Киногероям Эсэмбаева свойственна особая эсэмбаевская стать. И этого просто нельзя было не заметить. Вот режиссер Георгий Базаров и утвердил актера на роль строгого учителя в политической драме «Репортаж из бездны», повествующий о военном перевороте в небольшой азиатской стране в конце 70-х годов. А в 1995 году Эсэмбаев снялся и в международном кинопроекте.
Кинолента «Зов предков» – совместное производство Алжира и Узбекистана. В роли великого Турана популярный танцовщик был, как всегда, неотразим. Махмуду Эсэмбаеву были присвоены самые высокие награды страны и почетные звания народного артиста СССР и всех союзных и автономных республик, героя социалистического труда. Трижды он был лауреатом международных конкурсов. Его при жизни по праву называли чародеем танца, Шаляпиным в танце, звездой балета и эстрады, великим, гениальным, легендой 20 века. Об Эсэмбаеве и с его участием снято несколько художественных и документальных кинофильмов. Имя Эсэмбаева навечно занесено на плиту в галерее звезд эстрады Российской Федерации в Москве перед Государственным концертным залом России. Эсэмбаев неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, РСФСР, СССР. Президент Международного союза деятелей эстрадного искусства, академик Международной академии танца, герой светских хроник последних лет, где его неизменная папаха из отборного каракуля была столь же приметной, как и другой предмет гордости Эсэмбаева – осиная до старости талия. Но все же главное в ином. Об этом говорил в выступлении в связи с кончиной Эсэмбаева в январе 2000 года Игорь Моисеев, знаменитый балетмейстер. Представитель гордого народа Махмуд Эсэмбаев отдавал себя сближению людей. Не случайно его репертуар состоял из танцев разных народов мира. Дружба, добро, красота были целью его творчества, основой его взглядов. Наверное, не случайно и то, что в честь Махмуда Эсэмбаева назван астероид 4195, открытый в 1982 году 19 сентября. Он легко перешагивал через зримые границы на карте, через незримые в сознании. Его уникальное искусство делало невозможное, примиряло, соединяло людей вне зависимости от их крови, веры, образа жизни. Эсэмбаев подарил людям на стыке второго и третьего тысячелетия воплощение в танцах мечты человечества о мире, дружбе, братстве и интернациональном единении народов. Махмуд ушел из жизни в начале 2000 года. Ему исполнилось 75 лет. По традиции его должны были похоронить в чеченском родовом селении Старый Атаги, но война не позволила соблюсти традицию. Эсэмбаева похоронили в Москве на мусульманском кладбище. Близкие говорят, что военные события в Чеченской Республике ускорили смерть этого человека. В последние годы жизни Махмуд жил с болью в душе. Как утверждают хорошо знавшие его люди, он страдал не меньше своих истерзанных земляков. Еще в 1995 году Махмуд в присутствии сильных мира сего проклял разжигателей Чеченской войны. В 2001 году на Даниловском кладбище был торжественно открыт памятник Махмуду Эсэмбаеву. Он представляет собой гранитный постамент, на котором выгравированы полумесяц и арабская молитва, и фигуру самого артиста с поднятой вверх рукой в хорошо всем знакомом, характерном для него жесте. Это была вся информация на эту неделю. Мы встретимся с вами ровно через 7 дней. С вами был Валид Гинаев. До свидания.